Беспорядки навести в поликлинике, это общая поликлиника, это всем нужна. Неужели мы не имеем права даже на лечение? Мы не имеем права это все правду весь мир показать. Разве это можно так навести? Это беспорядок здесь. Немцы тоже более гуманны, чем российские солдаты. Да. Не знаю, с чем работает. Тонометры все унесли, все аппараты, все унесли. А? Дайте, пожалуйста. Да. У вас тоже вот устроили такой беспорядок, беспредел, да? Да. Аппаратуру тоже забрали, да? То, что нужно. Инструментарий. Так, инструмент первой необходимости. Все забрали, да? Да, прекрасно, что это перевязочный материал. Врачи, вот, врачи обеспокоены этим беспорядком и беспределом. То, что тут творилось, это не видано и не слыхано ни в какой истории. Вот такой беспорядок. Вот такой порядок наводят российские вояки. Как раз День медицины. Вчера у вас был День медицины, да? День медицины. Да. День праздника. Вот. Поздравили вас, да? Поздравили нас с этим сюрпризом. Хорошие поздравления. Приехали порядок навести. Вот порядок они навели. Да. Все замки перебиты, да? Да, все замки. Автоматчик, чукуляшкой, они подбирались. Да, автоматы. Вы тут немножко подобрали, да? У вас тоже комната. Все здесь. Разгром был, но что осталось, разбили. А это кабинет у вас? Это лаборатория. Микроскопы унесли, я не знаю, зачем они нужны были. Там был спирт у нас, медикаменты, реактивы тоже унесли. Там очки, там наши личные принадлежности, халат, колпак, все. А все, что нужно, забрали, да? Да, все, что для работы нужно, вот унесли. Ну, обидно то, что микроскопы унесли. Как мы работать будем сейчас? Вот они. Вот они. Во всех Самый кабинетах. безобидный флюорографический кабинет. Тут кроме аппаратуры ничего нет. Самый нужный. Печать забрали, часы забрали, халаты забрали. Зачем? На тряпки, наверное, халаты взяли. Без ничего остались, да? Так мешала российская армия, начиная заниматься грабежами. Мешала. Понятно. Все недоходимые забрали. Которые не нужны, только оставили. Все нужное забрали, Да. то, что не нужно, оставили, да? Ага. То есть растоптали. Да, как видишь. Да, да. Это медики тоже не имеют права оказывать помощь первым пострадавшим, первую помощь оказывать. Тоже представьте. Члена Академии медико-технических наук, отличный здравоохранения СССР Дадахан Хасмет Алхановича. Уходя в субботу на работу, уходя в пятницу на работу, после приема больных, мы кабинет оставили в надлежащем состоянии. Понедельник, возвращаясь на работу, я увидел... Вернулись этой кровью наших чеченцев. Это у нас поликлиника, селение Курчалой. Военные, да? Российские убирали. Не пускают людей дороги все закрыты. И даже больница, вот раненые, как вы снимали, видели все. Вот им нужна была медицинская помощь, даже медработников, они не успевали, вот, которые были.
хотели вот забрать из дома, не пускали никуда. Вот На работу тоже не пускали, да? Не пускали, на работу не пускали. В сутки, вот уже 2 сутки они работали, оттуда никого не пускали. Даже Вот больному там кровотечение было, как они, как вы видели, вот кровь хотели, кровь даже не пускали, доноров не пускали. Доноров пускали. Тут что было, видите, это зубной кабинет. Как вы видите, все отломали, лекарства, все забрали. Я не знаю, отсюда, что им надо было. Вот смотрите, это все они разломали. Главное, стекла, по-моему, остались. Вот эта аппаратура, зачем им нужна была? Зачем это вот, это чей-то труд, это кто-то, наверное, это аргументально.